В России со вчерашнего дня начался весенний призыв на воинскую службу. Он продлится до 15 июля, и за это время по плану планируется призвать к службе 154 тысячи человек. Из Якутска отдавать долг родине по плану должно отправиться порядка 1000 человек. Продолжит тему Лазарь Афанасьев. Боюсь год потерять. Год потерять боишься. Боишься ты правильно, но представь себе, что ты приобретаешь, во-первых, изменение отношения к себе, раз. Второе, ты приобретаешь карьерную ступеньку, которая всегда, она у тебя будет вот здесь. Защита Родины – это обязанность каждого гражданина России. Служба в армии не сахар, однако, согласно последним данным, при трудоустройстве на государственную службу в большинстве случаев требуется военный билет, что в свою очередь показатель образцового гражданина. Учитывая внимание формирования новых воинских частей, в том числе и в арктических регионах страны, количество будущих защитников Родины в этом полугодии увеличится на 4000 человек по сравнению с предыдущим призывом. Создаются у нас вот уже в армии, уже на Западе уже созданы спортивные роты и учебные роты, научные роты. У нас в округе нашем восточном создаются спортивные роты. Но хочу заметить, что эти спортивные роты будут приниматься те призывники, во-первых, связанные с олимпийским видом спорта и кандидатов в сборную страны. На сегодняшний день на службу в армии призывники просятся сами. В Российской Федерации число уклонистов сократилось на 70%, что показывает рост числа военнослужащих по контракту. Будущих защитников ждет подготовка к боевым действиям в полномасштабных военных учениях. Кроме этого, изменились требования к здоровью призывника. Например, плоскостопие второй степени с артрозом они уже годны. Раньше они у нас признавались негодными. Да? Там по недобору веса тоже были отсрочки, мы там это самое. Да? А сейчас, если они, допустим, внутренние органы, если здоровы, они уже призываются. Добавлю, что по итогам призыва 2013 года Министерство обороны отметило, что число военнослужащих по контракту и число кадетов военных училищ возрастает с каждым годом. В то же время жители новых субъектов России, Крыма и Севастополя в этом году призываться на военную службу не будут. Первый призыв для них состоится в 2015 году. Лазарь Афанасьев, Дмитрий Сергучев, новости столицы.